Смотрите на канале Белсат программу «Я не буду этого есть» со мной Константином Грубичем. Хто я такий? Заходьте на YouTube, в інтернет, і ви побачите. В Україні знають. Привіт усім, ви на каналі Костянтин Грубич. Сьогодні у мене незвичайний ролик. Зараз знімають, як ми знімаємо з моєю донькою Владою влог черговий. Творча група каналу Белсат. Ми дійсно розпочнемо, буду готувати страву на мангалі. Поки там, вон, бачите, ціла купа людей розпалює вугілля. От, ось. Привет, Украина! Мы в Киеве. Мы узнаем, какая ты на вкус и что не любят украинские звезды. Сало, бульба, капуста, вареники, борщ, галушки. Мы охотимся за вашими кулинарными кошмарами. Я, Ольга Прыгарова, докажу, что вкус не имеет границ. А я, Александр Чкилевский, напомню, что классика без мяса. Костя, добрый день. Неужели? Привет. Інтернет оживає. Да. Добрий день. Рада, что пришли, да. Хто кого вітає? Мы витаем. Мы же витаем Украину, поэтому мы витаем тебя. А я вітаю вас в Україні. Я вообще поваров обожаю. Честно. Потому что, во-первых, это люди, если ты занимаешься кухней и сделал это делом в своей жизни, то значит ты творческий человек. Я подумал, какие они большие, крупные, красивые, а я какой-то мелковатый. Вот это первая моя мысль была. Вы самые крутые. Спасибо. Спасибо. Вот я не знаю, кто из вас лучше, потому что я знаю Саша суперповар, Оля капец креативная звезда. А как выбирать? Это все относительно. У тебя сегодня будет возможность оценить. Вот этого я не хочу. А придется. Костя, что ты не любишь есть? Какое блюдо тебе не нравится? Вот мне все нравится. Это супер-пупер сложная задача. Но когда я начал думать, размышлять над этим вопросом, то не то, что не люблю есть, но мне, наверное, не повезло, потому что я не понимаю вкуса щей. Щи. Вот то, что я кушал когда-то, пробовал, пару раз в Москве было, ну, это для меня вообще не блюдо. Щи – это кисло, невкусно, бедно. Я очень люблю щи. Это, наверное, второй суп после борща, который я могу есть. Ну, значит, сегодня у тебя будет возможность попробовать два варианта щи, но это по-белорусски будет. Потому что, Ну, у кого-то по-белорусски, у кого-то по-авторски. ну Давайте ладно, не будем ради бога. загадывать. Хорошо. Но если говорить уже за белорусские блюда, то у нас не щи, у нас капустняк. Так это такое Капустняк. украинское То есть, блюдо, так вот, капустняк. нет, это не украинское, это белорусское. Что-то Так, мне уже начинает капустняк казаться, вкусняк. я сегодня буду махать на кухне вот так вот разбирать, чтобы Саша и Костя не Так, в конце понравились. концов, что мы делаем? Мы накрываем на стол, с Короче, мы тебя на гостя. кухню, Костя, а ты за гостями. Оце передача. Ну, таки Я готова так всю жизнь. Вау-человек, он сразу как-то вкинулся в разговор. И, ну, такой простой, душевный, действительно народный человек. Не зря в Украине Костю как раз и знают как народного журналиста. Ну что, на щи надо выбрать капусту. Вот как раз есть капуста, хорошая. И, что очень удобно, ее сразу нарезает. Добрый день. Можно у вас качан капусты? Вот зелененький вот. Не, чуть выше. Да, вот этот вот. Можно посмотреть? О, отлично. Рыбный качанчик с Мгм. апельсином, честно. Чисто. Вся в рукаве. Можно ее сразу. Капустняк я решил готовить, потому что мне показалось, что этот рецепт очень удачный. Во-первых, там много ингредиентов и богатая палитра вкусов. Ну так быстрее, чем на кухне. Тух-тух-тух. Шикарная нарезка. Берем. Спасибо. Целый мешок капусты? Костя так много ест, а вроде говорил, что он мелковатый. Ну что, капусту набрали и заквасим, и сварим. Для меня еда – это средство коммуникации, это способ узнать информацию, ну и если физиологически, это удовольствие. Ну а мы с большим удовольствием присоединимся к весеннему пикнику на природе, который затеял Костя. Чем же он будет нас почивать?
Отже, починаємо. Страва сьогодні проста, але незвичайна, тому що на мангалі ми звикли робити м'ясо, шашлики, люля-кебаби. Цього всього не буде. Тому що я, по-перше, сьогодні лінивий, по-друге, треба швидко закінчити, тому що ідуть же паралельні зйомки. Я приготував ось такі лаваші, один зелений. Це не тому, що йому погано жити, а тому, що сюди додали шпинат. Я ж за корисну кухню, за здорову. А один звичайний білий лаваш. І ще, що це таке? Це сир, сулугуні, зелень. Зараз у нас цілий рік можна в Україні купити гарну зелень. Ріжемо дрібненько кріп. Або що ви любите? Можна кінзу, можна петрушку, можна мікс різного зілля. Дрібненько нарізаємо зелень. Порізали дуже дрібно зелень. Потім натираємо на крупній терці сулугуні. Якщо навіть ви вважаєте, що кухня не ваша, ви лише спробуйте. Можливо, ви не знаєте про свій талант, де він там у вас глибоко закопаний. Тому що я поки не потрапив в університет на навчання, я теж не знав, що кухня може бути цікаво. Може, потім в армії було зовсім не переливки. Сир натер. Тепер треба сюди додати трішечки солі. Буквально пару чайних ложок, або ложку одну. І на один сирок, на 250 грамів сиру, 2 столових ложки майонезу. І тепер всю цю смакоту перемішали. На половину листа намащуємо сулугуні, а потім воно розплавиться, воно все склеїться. Сплавится, расплавится. Только для я не буду этого есть. А вот это я буду есть. И вы тоже покушаете. Потому что это вам не щи хлібать, а лаваш. Роли готові. Жар вже підійшов, вже всі дрова прогоріли. Олень, бачите, який чудовий олень тут в Ірпені. І при такому жарі з одного боку нехай гріється хвилини по 2-3. Ну, перший лайфхак – не треба ставити їжу на відкритий вогонь. По-друге, беріть гарні продукти. Виходьте з хати, ідіть на природу, беріть друзів, беріть рідних і оба! Підгоріло, бачите? Балакав. Ну нічого, це буде дуже смачно. Значить, не 2-3 хвилини, а 1,5 достатньо. Ось подивіться, якщо камера бачить, як шкварчить сулугуні. Вже він розплавився з одного боку. І зараз буквально ще 10, 20, 30 секунд, і наші роли будуть готові. В принципі, дивіться, моя б Свята сказала достатньо. Сколько вкуснятины! Кому-то сейчас повезет попробовать. А мне, как всегда, остается глотать слюнки около микрофона. От програми «Я не буду этого есть» і от блога Костянтин Грубич «Смачна країна» я вас пригощаю. Будь ласка. А это есть или нет? Это, конечно, есть. Это лаваш с сулугуни. Вы видите, что это блюдо имеет успех. Дуже приємно. Хоч я вже на роботі наїлася, але якщо ви мене А вгощаєте, ви можете то я взяти отакий не можу не такий взяти. Маленький, так? Да. А ви ще вибрали такий, там шпинат додаються. Ага, добре, Даю. спробую. Дуже приємно, дякую вам. Смачно. Так. Мгм. Смачно реально, але як на мене, чуть-чуть забагато солі. І на мене теж, я це знаю. Це я зрішив, це щось таке. Закохалися. Закохалась. Ребята, тарелки пустые. Это самая большая для меня награда и благодарность. Единственное, что я прошляпил, не осталось ничего для наших шефов, для Оли и Саши. Что же делать? Придется им меня кормить. Оля уже готовится к вечерней битве. Но ей не повезло, так как Александру. Шинковать капусту приходится руками. Чтобы приготовить щи, и они не были пустыми, нужно немножко схитрить. Я, допустим, люблю готовить щи на копченых ребрышках свиных и с копченой свиной грудинкой. На ребрышках я варю бульон,
А с грудинкой обжариваю все овощи, которые идут потом на пассировку. Получается очень ароматный суп, наваристый, с копченым вкусом. И потом ребрышки вылавливаешь, и это отдельный смак, когда из тарелочки со щами хорошими ты достаешь эти ребрышки и кушаешь. Кстати, пришло время обеда. Костя решил показать нам ресторан, который сыграл важную роль в его судьбе. Я пришел в топовое заведение Киева. Ресторан «Киев» — это знаковое место. Здесь обедают, ужинают, даже завтракают политики, вип-персоны. Я здесь нечастый гость. Последний раз был 35 лет назад. Ресторанная еда — это как поход в кино. Это шоу, это какое-то ожидание праздника. Это тоже нужно, но иногда. Здравствуйте. Добрый ранок, Меня зовут Артем. Я буду вашим Костя. официантом. Артем, ну у вас тут список внушительный. Может, вы что-то посоветуете? Смотрите, наш ресторан славится фирменным блюдом котлетой по-киевски. Ага. И что, за давним рецептом сделано? Конечно. Столетней давности, да? Да. Ну, хорошо. Котлету по-киевски раз, и мне как ностальгия. Маленький, один кружочек мороженого, шарик. Это я сейчас сижу расслабленный такой, почти как политик, вальяжный, уверенный в своих силах. А летом 1985 года, когда у нас в университете был творческий конкурс, я только закончил 10 класс, я мечтал о журналистике. Я точно знал, что я буду поступать только на факультет журналистики Киевского университета. И там надо было пройти творческий конкурс. И вот наше место было памятник Ватутина, который вот напротив этого ресторана находится, в Мариинском парке. И уже 1,5 часа прошло. Я ничего о Ватутине не знаю, так, чтобы писать целую статью. Там 200 человек вот этих моих конкурентов ходят. Один ветеран там проходил, на него набросились. Ну, в общем, сижу я, горюю, а в ресторане «Киев» тогда впервые в 85 году выставили такие пластмассовые белые столики, и там мороженое можно было продавать. И вот я сел, заказал себе вот этого мороженого, который сейчас жду, и горюю, потому что моя мечта о журналистике сейчас... Все, карета превратится в тыкву в 12 часов. И подходит ко мне уборщица, тетя, і так питає: ой, дитино, чого ти сумуєш? А я говорю: та ви знаєте, так оце і випив би, але нема чого. А вона говорить: ой, синок, ти якби і захотів випити, ти тут не вип'єш. Бо тут у нас все безалкогольное, и веселье, и все. Но я понял по-журналистски, что это может быть темой. У меня быстро вырисовался план, что будет мой материал не о войне, не о Ватутине, а на злобу дня, антиалкогольная кампания, передовой опыт, досвід и так далее. Она говорит: сынок, давай я тебе поведу до администратора, вона тобі все розкаже. Взяла меня за руку, повела к администратору. Я никогда в жизни не был в ресторане. Ну, парень с Полтавы. Я попадаю на эту кухню, меня кормят. Вот это приносят, мороженое это так, вступление было. Потом была котлета по-киевски, какие-то салаты. Я так накушался тогда. Вот. Я написал материал. И вот через несколько дней, когда были объявления результатов, наш куратор, сейчас знаменитый профессор Почепцов, а тогда молодой выкладач, преподаватель, говорит: а вот сейчас я представлю абитуриента, у которого самая оригинальная работа. Меня очень похвалили, сказали, что это самая интересная работа, самая оригинальная. И тогда я не думал, не гадал, что каким-то образом кулинария, гастрономия вообще станет моей как бы отдушиной в журналистике. Котлета по-киевски. Киевский. А попелетка где? Ну, такая, знаешь, что такое попелетка? Честно говоря. Нет. Но это уже осовремененная котлета по-киевски. Это такая из бумаги, такой бантик, знаешь, который берется вот так. Ну, на косточке, правильно? Да, конечно. Мне сказали, что именно в вашем ресторане косточку эту Конечно, на придумали. косточке всегда подаем. Да. Приятного Хорошо, аппетита. спасибо. Но, как бы там ни было, кто бы эту котлету не придумал,
все-таки даже в Нью-Йорке, в Шанхае, где бы вы в мире ни были, это все равно называется котлета по-киевски. Котлета по-киевски – это вкусно, но это скорее туристический гастросимвол столицы. Костя, а какое блюдо наиболее греет твою украинскую душу? Мое самое любимое блюдо украинской кухни – это борщ. Они бывают разные, но плохого борща, можно сказать, я не встречал. Вау. Это уже мороженое какое-то не такое, как 35 лет назад. Ребята, я, конечно, хочу это все доесть, перепробовать, кофе допить, но Саша и Оля ждут. Там они готовы меня удивлять щами, хотя щи я как бы не совсем праздную. Так что надо брать себя в руки и оставить место для новых впечатлений. Ну, это мы можем гарантировать. Внимание, дорогие зрители! Пришло время решающего батла. Щи или не щи? Вот в чем вопрос. О, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы добрались до Киева, вы Привет. добрались до нас, рады вас приветствовать. Мы в Украине. У вас Так тут что, дуже круто. все, знакомьте нас с гостями, Костя. Наташа, моя кума. Я її знаю, не буду казати скільки років, але дуже давно. Понимаете, да? Очень давно я знаю. А вот эта вот красавица, это Владислава. Это моя дочь. И они между собой мама крестная и крестница. То есть мы кумовья. Шикарно. А мы Александр и Ольга. Да, тоже можно так Шеф-повара из обращаться. Беларуси, которые приехали коллеги. вас удивлять. Очень приємно. Будем готовить сегодня Костина нелюбимое блюдо, как мы узнали, щи. Я буду готовить сегодня, Костя, щи не совсем обычные. У меня будут авторские щи на грибном бульоне с копчеными ребрами, с вялеными томатами. Ну и от обычных щей в них останется капуста, Так, а лук грибы и тоже морковка. сама вырастила или как? Естественно, Автор? у нас тут грибница. Мы привезли свою из Беларуси Мы в же Киев, она у меня улыбаемся в номере постоянно. стоит. Как грибов поедим, сразу хохочем. Так что вы тоже будете смеяться. Так ось ще такі цікаві там рибки. Об этом потом. Точно болюсь. Мы делаем все, чтобы наши гости любили нашу еду. Очень люблю щи, которые готовит мама. И сама варю, но как у мамы, не получилось еще ни разу. А может, сегодня получится? Хотя нет, это же рецепт не маминых, а авторских щей Ольги. Для них понадобятся качан капусты, по 300 грамм копченого бекона и копченых ребер, столько же сухих белых грибов, по 200 грамм репчатого лука, моркови и картофеля, 120 грамм болгарского перца, 100 грамм вяленых томатов, 50 грамм чеснока, 20 грамм сливочного масла, лавровый лист, перец душистый, зелень, сметана и булочка для подачи. Я буду готовить домашний рецепт. Здесь будут использоваться 3 вида бульона. Это мясной бульон, который готовится на говяжьей грудинке, грибной бульон и, скажем так, можно сказать, капустный бульон. Капустняк для белорусской кухни традиционно, но названия есть разные в разных регионах. Иногда его называют квасом, потому что если используют квашеную капусту, то как бы квас. Вот. Но это традиционный рецепт. Тем более это рецепт, который делала моя бабушка. Фишка любого, на мой взгляд, любого супа, любого, славянского, это жир, на котором мы готовим. В данном случае я специально перетопил сливочное масло, потому что это масло жизни. То есть и вкус совсем другой, и энергетика другая совсем. Для капустняка по рецепту бабушки Александра необходимы полкило капусты, пол-литра мясного бульона и маринада из подквашенной капусты, столько же грибного бульона, 300 грамм отварной говяжьей лопатки, по 150 грамм моркови, лука и томата, по 100 грамм корня петрушки и сельдерея, по 50 грамм сухих грибов, клюквы, горчицы, муки, сливочного и растительного масла, кинзы и сметаны для подачи. Сделать щи, это, наверное, я еще умел в 1 классе, на самом деле. Ну, может быть, не такие. А вообще в Украине вот это вот Вообще, щи. мне больше Я вообще очень никогда в вкусные жизни даже не вот это. пробовала это блюдо. Это, нас это для нас непопулярно. какая-то... У нас Иностранная. суши больше понимают, чем щи. В Беларуси щи готовят очень часто, да? Но у нас, в принципе, все супы готовят. У нас, вот как мы с Костей общались, у нас традиции семейной кухни, то есть нет такого, что ты пошел, стал в кафе покушать. Все готовится дома, я к маме всегда на щи езжу.
на кислые щи именно. Особенно 1 января после Нового года это самый любимый суп кислые щи. Кислые щи, да? Приготовить щи для Кости вполне решимая задача, я бы даже сказала, легкая. Все очень быстро и легко готовится. Эффект этих усилий уже совсем скоро оценит горячо любимый народный журналист Константин Грубич. Народный Это журналист. не я пишу так это самое. Я считаю, что это для меня самое крутое признание всех, так скажем, не заслуг, а стараний. Я, если слышу народный журналист, то это ассоциация только с Костей, других нет, потому что журналистов много, а народный один. Его действительно очень любят, к нему очень относятся с таким уважением. Костя очень интересный человек с богатым таким багажом знаний. Вот это сразу чувствуется. Да, и он очень позитивный. И полевая кухня – это же достаточно интересный проект. А вот расскажите о нем, интересно на самом Как он деле. появился Как он вообще? появился? Он Как дошел до появился этого? так, что один руководитель, вот я представляю, что ты это какая-то там забота, турбота про людей. Кто-то еще сказал какие-то такие качества, в общем, я на себя со стороны посмотрел. А я говорю, а я еще люблю готовить. Вот как бы это все совместить, вот эту турботу и кулинарию. И как-то так прострелилось, говорю, полевая кухня. Через еду, через общение я узнаю какие-то интересные темы, и уже дальше пошло журналистское расследование. То есть рецепт приготовления оригинального блюда и рецепт решения какой-либо проблемы. Ну, в еда этом сближает, по большому счету. очень сближает. Готовила ли я на полевой кухне когда-нибудь? Наверное, вот на такой, которая выездная полевая кухня, типа вот буржуйка, вот как оно, ни разу. Нет. На полевой кухне я готовил достаточно часто. Это было в армии, и после армии мы собирались с друзьями. Может быть, это не совсем полевая кухня была вот в понятии армейском, но вот такая машинка специальная, адская мы ее называем, где можно готовить и первое, и второе, и даже печь хлеб у нас с собой есть. Так, здесь у меня бульончик грибной с копчеными ребрышками. Обжариваю на грудинке свиной копченой лук, морковочку, потом добавлю туда еще перец и томат. Закипит бульон, в него картошечку и капусту. И потом, собственно, буду соединять все вместе и заправлять щи. Она должна меня удивить. Ты что? Значит, я растопил перетопленное сливочное масло, обжарил лук, обжарил чеснок, обжарил корень петрушки, это обязательно. Вкус другой, вкус более насыщенный. Добавил сюда нарезанную морковь. И очень важно для щей, на мой взгляд, мой субъективный взгляд, это все должно нарезаться руками. То есть через руки, через настроение передается энергия. То есть комбайн лучше не использовать. Ну, можно. Но вкус будет другой. Знаете, как это когда хлеб ты месишь своими руками, да, вымешиваешь его, закладываешь, отбиваешь все остальное. У него вкус другой, у него хруст другой, у него аромат другой. Когда ты готовишь это в хлебопечке, он тоже вкусный, но вот для меня он не живой. Ну, это мое субъективное. Саша на кухне, с моей точки зрения, основательный, домашний и добрый. А вот корень петрушки, а если пастернак, есть разница? Шикарно. Тоже пойдет. Корень пастернака вообще имеет очень яркий вкус. Мне, кстати, он очень нравится. И я бы советовал его добавлять, наверное, во все супы. Даже в каши. Вот с рисовой кашей, мне кажется, вот если его сделать из него такое, как пюре, добавить в рисовую кашу, мне кажется, будет очень хорошо. Ну, это же все дело вкуса. Я люблю корень петрушки, вот он мне напоминает почему-то по вкусу белую морковь, но с легким таким еще послевкусием немножко пряный, чуть-чуть пряный. Вот. И это вкуса добавит именно в эти щи. Поскольку тут мы как бы находимся в кинозале или все перед нами происходит, то гости и непосредственно исполнители процесса, они были так скоммуницированы интересно, что у меня такое впечатление, что я там стоял возле этой плиты. Бланшировал помидоры, удалил семена,
То есть Оля начистила, а ты взял помидоры ее или как? Нет, у нас у все вас свое. У каждого свои У помидоры. каждого своим, да? Да. Вот, отварные сухие белые грибы тоже порубил, немножко обжарил. Очень важно, на мой взгляд, опять-таки, да, чтобы вкусы перемешивали, чтобы они дополняли друг друга. Поэтому потихонечку они отдают вкус, отдают сливочному маслу. А сливочное масло лучше держит вот эти вот ароматы, на мой взгляд, да. Сегодня у меня праздник эгоизма. Я не знаю, как я вернусь в обычную жизнь, потому что никогда двое крутейших поваров лично для меня вот так превселюдно не готовили. Оля, а вот у тебя там основа жировая – это ребрышки, да? Нет, ребрышки у меня здесь, а Сало здесь я копченое. жарю на грудинке копченой. Копченая Чтобы был грудинка. копченый аромат и чтобы без А масла. почему? Потому что пассировка вся моя пропитается прям вот копченым ароматом грудиночки. Я ее, когда добавлю к копченым ребрышкам, у меня будет копченый вкус в грибном бульоне. Ну, вы потом попробуйте и поймете, о чем речь. Боже, я не знаю, як- очень апетитно. В любом случае. Девочки, як можна вибрати? Я уже теряюсь. Да, я теж тільки про це подумала. Выбирать пока что рано, мы еще всё не равно. готовы. Саша готовил капустняк. Можно просто тогда? Вот что такое капустняк? Что это вообще? Ну, типа, жижа с капустой какая-то. Не знаю. Вот здесь у меня говяжья грудинка. Она отварная, вот та грудинка, на которой я готовил бульон. Я сейчас тоже сюда добавляю по-богатому. И тоже мы ее обжарим, чтобы она... То есть у тебя еще там варки нету, да? Нет, это все это еще... все еще жарко, да. Это не все так просто. А у Оли варится уже, да? Да, просто Саша решил так делать, таким способом. А у меня уже в готовом бульоне кипит картошечка. Сейчас я туда добавлю капусту, а пассировочку я делаю отдельно. Потом соединю. То есть, видите, даже здесь можно учиться, а можно соединять. Я видимость работы создавала. Без этого ж никак. Так, Олечка, я уже смотрю уже на финише, да? Уже... Олечка уже на финише. Если лавровый лист бросать, это уже в конце, да? Конечно. Правильно? Мне осталось буквально 3-5 минут. 3-5 минут. Нет, мне нужно немножко Конечно. дольше. В моих щах уже есть все. Все, что должно быть. Все, о чем я вам говорила. Все овощи, мясо, вяленые томаты, чтобы придали кислинку. Саша это из журавины делает, у меня вяленые томаты. И все, собственно, мне осталось их немножечко приправить солью, и я буду готова. А Саша постепенно доливает туда Да. влагу, да? Я сюда влил, скажем так, первый бульон. Это то, что мне даст кислинку. Это капустный рассол. Сейчас он закипит, и я введу грибной рассол. Бульон. Оно немножко покипит, и в конце я добавлю мясной бульон. То есть фактически 3 бульона. Предварительно я сюда добавил хорошую порцию горчицы для пикантности. Вот. И пару ложек муки. Она сейчас обжарится и даст густоту супу. А вот это мне интересно, Оля. Да. Я увидел, что ты мелко вот так порубила зелень, а вот эти стебли бросила так вот. Для аромата. А я ее выкидаю. Никогда в жизни. Ни в коем случае. Любой бульон, любой суп потом достали, а аромат останется. Укропа, петрушки. Это же Боже, самая прости, ароматная вот стебель. эта миссия, вот это надо было прийти, чтобы что-то вынести отсюда, Вот, кроме щей. уйдете со знаниями. У меня было какое-то пятое чувство, интуиция, что мне это должно понравиться. Судя по тому, как урчат животы у наших гостей, время финала подходит к концу. Кое-кому стоит поторопиться. Ой, мы вже такі голодні, вже наливайте швидше. Давайте Що, считать. фіналім? Поторопим Сашу. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все готово. Кто первый готов, тот и подает. Оля приготовила для гостей щи с копчеными ребрами и вялеными томатами. Ой, это Олина, да? Это щи в моем исполнении. Ой. Щи с вялеными томатами, щи с вялеными томатами и копчеными ребрами. Когда я услышал претензию Оли на авторство в щах, я подумал, самоуверенная, Очень вкусно пахнет. запах. Ну, сметанку по желанию. Грибы. Гренка такая красивая. Она такая чуть-чуть жирненькая, мягенькая. Это не щи. Это антищи того, что у меня в памяти осталось. Нравится томатная нота и вот эта вот копченость.
привкус копчености. И грибы сразу почувствовались. Такой. Костя, тебе похоже на Западной Украине такие вот грибные супы? Да, юшка же Да? была. Настал черед Александра и его капустняка по бабушкиному рецепту. Смачно есть. Дякуємо. Що є? Це смачного. Смачного. У вас є. А у нас смачно есть. Это, я-то думал, что щит це похлебка, кислая капуста, кусочек Вода. картошки, кстати, нету здесь, да? А, У меня с картошкой, у Саши без. Я не тут люблю точно нету. картошку в щах. Ну, она мне почему-то портит. Щи должны быть, на мой взгляд, щи должны быть без картофеля. Так у тебя не щи, у тебя капустняк. Что ты уже в самом деле? Щи без картохи. У тебя капустняк, он без картохи. А щи с картошкой. В щах не бывает картошки Ой, вкусной, всё, Саша, хорошей. пойдем поспорим Ну, за пойдем, эфир. да. Девочки, Мы идите. пойдем спорить туда, Мы пошли а вы спорить, пока а вы- выбираете. Да. Но, Выбирайте. Сашко, тут плюс для меня кислинка, мясо, яловичина и вот эти вот, как красная икра лопается, да, так вот это вот клюква лопается, журавлина. Все, дифирамбы послушал, пошли. А что ты не завидуй, иди. Ты свои слушала. Все, приятного аппетита, смачно есть, и мы пойдем Спасибо. постоим. Дякую. Ну а теперь без лишних глаз можно выдохнуть. Ой, Ну что, девочки, ну а теперь все-таки надо сделать выбор. Это больно, но Больно. нужно. Потому что я, например, не могу определиться. Я тоже. Но Владочка, давай с мы другой тебе стороны, перший віддамо. да. Ну, это жестоко, конечно. Но на самом деле все индивидуально, и вот мне больше нравится все, что связано с копченым вкусом. Именно поэтому от меня голос Ольги. Кума, Ой, я тоже Оле отдам свой голос, потому что тоже мне нравятся копчености вот эти. И еще вот грибной такой вкус. А тут тоже есть грибной, конечно, вкусно, но так как я не очень люблю кислую капусту, вот меня это а немножко... щи это кислая Ну, капуста. я знаю, да. ну видишь как, ну не знаю. Ну что ж, Вот девочки, всё-таки- молодцы. Вас можно сразу отправлять на международные конкурсы поваров. Но свое мнение я не скажу, хотя оно у меня есть. Мне очень трудно было принять решение, и до сих пор меня гложет за то, что я сделал. Что же сделал Константин? Правильно, он сделал выбор. А какой, сейчас узнают наши шефы и мы с вами. Ну, вот мы и вернулись. Лица у вас озадаченные. Не то, что озадаченная. Я-то знаю уже то, что сказали девочки. Но все-таки вам надо сказать к нам свое сюда. слово. Сюда выходить? Да. Тут уж будем решать, кто с вами расправится. Все-таки вверх взял научный работник во мне, чем совесть. Еда – это не с области лучше-хуже. Если ты уже накормил человека, это уже маленький поступок. А выбирать, ну вот я знаю, что девочки отдали предпочтение Оле. Традиционное, но вместе с тем очень вкусное и совсем другое то, что я ел раньше, это получилось у маэстро Саши. Поэтому я отдаю свой голос, Олечка, я буду готовить ваш суп, твой суп. Буду бросать туда, я это взял в жизнь с собой дальше. Ну вот сейчас, если это наше такое соревнование, то все-таки победу отдаю Александру. Спасибо. Потому что это щи, ну, такие перфектные, королевские. Я немножко расстроилась, совсем чуть-чуть. Но я, в принципе, думала, что он выберет Сашу. Потому что акцент был на кислых щах, а я, когда проходила мимо Сашиной кастрюли, уловила аромат кислинки. И подумала, что, скорее всего, он выберет его щи. Если выбирать, например, возможно, по вкусу, мне даже Олин суп больше понравился. Но если говорить о щах, то более щиобразное произведение Александра. Это наш фирменный передник. Да вы шо? Да? Я честно говорю, я смотрю, вот мне бы такой фартук. Думаю, Вот. у меня думаю, же можно YouTube-канал. готовить, И да. можно прямо, так сказать, круто, Да-да-да-да-да. ребята. Боже, все, жизнь прошла не зря. Спасибо. Вот это наша соль и книга с нашими рецептами. Все-таки я буду это есть. Это уже то, что я буду, то, что уже проверено на людях, да. А автографы дадите? Конечно, дадим. Класс. И мы еще подарим вот такие вот экологические сеточки.
для Эко-торбочки. овощей. Это торбочки. Как С нашими логотипами. с нашими Це, логотипами. це Будете моїй ходити по дружині. овощі. Это моей супруге. Света у меня вот это собирает. Порадовало, что домашний рецепт сегодня победил. Это круто. Я тоже не пришел с пустыми руками. Вот есть у меня таке «Надбання жизни», книжка «Смачна країна», видавництво «Старого Лева». Это как я ездил по Украине в кулинарной экспедиции, программа такая была. И вот здесь такие журналистские бывальщины. И тут украинские народные рецепты, в том числе те, которые думают, что это украинские, а тут пизы є. Виявляють, що це білоруська кухня. У нас реально одинаковый набор продуктов. Мы пересекаемся кухнями, как бы мы это там пытались говорить, что что-то наше, а что-то их. Все равно мы похожи. А на этом все. Смотрите нас через неделю. Будут новые незабываемые блюда, будут интересные гости. Приходите, будем рады вам готовить. Вы Пока. крутые. Пока. Я кандидат наук и социальных коммуникаций. Тема моей диссертации – это кулинарное шоу, телепрезентация украинской кухни. Когда я увидел эту студию, я по-хорошему позавидовал, потому что это одна из лучших студий, где грамотно размещено пространство, где очень интересно… Извините. Если я приеду в Минск и попаду на повторение, на такой день сурка, я буду есть щи. В Киеве навряд ли. И в Киеве, и в Минске. Подглядывайте за нами в социальных сетях и обязательно напишите. А вы будете есть щи.